Руководство Главного управления МЧС по северо-западу России оценило подготовку пожарных расчетов Ухты, Сосногорска и Шудояга. В поселке Бельгоп прошла командно-штабная тренировка по тушению лесных пожаров. Побывала на ней и Виктория Науменко. В ходе облета местности замечен очаг возгорания травы близ лесополосы. Огонь быстро распространяется. Ситуация осложнена обилием легкогорючего сухостоя на пути следования огня. Охваченная им площадь достигает уже 50 гектаров. В 10 километрах от пожара расположен населенный пункт. Есть угроза распространения пламени на линии электропередач. Необходима эвакуация жителей. Дальнейшее распространение пожара создает угрозу ближайшему населенному пункту Н, расположенному на расстоянии около 10 километров около места пожара и производственных объектов. Предлагаем принять постановление администрации МОБУ Ухта о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления сил Ухтинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 10 часов 25 мая 2017 года. Оперативной группе Управления по делам ГУ и ЧС провести экстренное оповещение и эвакуацию населения ближайшего населенного пункта Н, пункт временного размещения, расположенный в школе 16. К счастью, описанная ситуация – лишь сценарий командно-штабной тренировки пожарных. Местом учений такого масштаба с привлечением регионального руководства пригород Ухты, поселок Бельгоп, выбрали не случайно. Именно здесь можно создать условия, максимально приближенные к заданным. Здесь имеется весь перечень тех объектов, которые подлежат защите. Это, видите, здесь есть элементы населенного пункта. Это местность, лес. Второе, есть объекты организации, которые обеспечивают электроснабжением всю республику. То есть именно на этом участке, и мы вам предоставим возможность воочию убедиться, именно вот задействование максимального количества сил и средств, которые расположены на территории муниципального образования города Ухта. После экстренного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям в полевых условиях при участии главы администрации приступают к ликвидации пожара. В реальной ситуации все это происходит параллельно. Стихия не будет ждать ничьих решений, поясняют огнеборцы. В борьбе с огнем задействовано 6 единиц техники, 15 человек личного состава, добровольческие отряды и техника градообразующих предприятий. Особая организация требует процесс тушения пожара близ линий коммуникаций, как и горящего леса. Здесь к борьбе с огненной стихией привлекли даже пожарный поезд. Для приведения его в боеготовность требуется около 18 минут. Тепловоз для такого состава могут задействовать любой, в том числе от пассажирских поездов. Поэтому промедление из-за его отсутствия здесь возникнуть не может. В течение отведенных на тренировку 1,5 часов отряды справились со всеми поставленными задачами. Небольшие огрехи были, но оценка «хорошо» вполне заслуженно, делится начальник Главного управления МЧС по Коми. Особо отмечает он высокий уровень взаимодействия всех задействованных в чрезвычайной ситуации структур. Силами и средствами располагаем, подытожил генерал-майор. Но цель тренировки не показные выступления на оценку, а отработка самих навыков. Ведь главную отметку уровня подготовки, по словам Александра Князева, конечно же, поставит сама жизнь. Виктория Науменко, Олег Белькеев, Юрган.